Казахстан наш ключ. От предков ключ свобода. Оттам Казахстан умещает в себе сердцем все народов, весь Казахстан. А сейчас ради исцеления планеты от всеобщих зол, оттам Казахстан совершает наше спасение и сокрушает произвол. Ага-гай! Оттам Казахстан! Ага-гай! Амантай, Да. я тебя знаю около 50 лет. Вот. Это замечательный человек, Да. настоящий герой, настоящий казак, сын своего народа. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаху Акбар. Аллах всемогущ. Братья и сестры, товарищи и друзья, казахи и все казахстанцы, всех национальностей. Произошло недавно огромное событие в государственных СМИ. Информация пошла обращением моего народного штаба «Оттам Казахстан», моего лично Қажы Амантая, к президенту Казахстана Қасым-Жомарт Тоқаеву и премьер-министру Бектенову, что нация, народ, который не сохраняет землю, не обеспечивает безопасность воды, не может быть государством, не может быть нацией. Но это прозвучало Алатау ақпарат программы на нашем родном государственном языке. Елімізде орын алып жатқан су апаты көпшіліктің құтын қашырды. Қазіргі таңда ел болып айтулы жағдайдан аман шығудың қамына кірісіп жатырмыз. Топан судың тоқтауын жаратушыдан сұраған Амантай Қажы Асылбек қасиетті мекеннің топырағына табаным тигенде тіледім деп отыр. Оның айтуынша бұл жағдайға жауапты өкілдердің де кінәсі бар. Су апаты болған, бірақ бұндай апат болған. Неге бізде су шаруашылық министр болған. Мына Қыпшақбаев Нариман Али Абысин, министр водного хозяйства. 81-ден 95-ке. Ол айтып отыр, барлық су мамандарын қаңғыртып жіберді. Оларды қайтып құру керек, сонда біз сақталамыз. Қазір судың бәрі жекеменшілген. Водохранилище бәрі частный руках. Олар еш уақытта елді қорғай алмайды, и қолына келмейді. Тоқаевқа айналайын, мына қазір. Мына Олжас Бектенов қайтарыңдар. Соны жаңа Қыпшақбаев үлкен маманы бар. Консультант болсын. Халық ел, Қазақстан өзі мемлекет болу керек. Біздің тек ұлтымызда бір басшылар бәрі істейтін жайбарақат жататын не бар. Соны кейін біз аттап тұрмыз. Ел үшін, отан үшін жерге иеманбаған, суға иеманбаған ел мемлекет бола алмайды. Аллаху Акбар. Я вынужден ради уважения межнационального языка на русском сказать и повторить через телеканал, которым руководит Жулдуз Банилла, наша великолепная журналистка Виктор Айнелайн. Значит, произошло трагедия, это не только в Казахстане. Беда, она продолжается во всемирном масштабе. Идет 2024 год. Это 12 тысяч период цикличности, кого Аллах дает. Смотрите, какие взрывы воды в Бразилии, в Америке, вообще. Но страны и государственные мужи должны быть готовы к этим. А у нас безобразная, я бы сказал, безалаберная, безответственная власть. Я не говорю тут, что только чиновники виноваты. И еще нация, которая думает, что все должно делать государство и чиновники. А чиновники ведь показали, пожалуйста, такие грозы, ураганы, они неизбежны. Братья казахстанцы, надо строить водохранилище дамбами. Это позор, когда в мешками заполняют берега. Мешки же протыкаются водой, они не могут сдержать. Потом большая беда, что это водохранилище, больше половины дамбы в частных руках. Это стратегическое, наша безопасность, оружие, оно должно быть в государственной собственности. Тоқаев, и сейчас они принимают меры, они дали указание
оказывал отходов, чтобы, но это надо восстановить Министерство водного хозяйства, всех специалистов пригласить и бороться, как это надо, государственным, народным, без пощады с этими катастрофами, можно сказать. Если это мы не произойдем, это начало беды. Может даже еще дальше больше будет. Вы же видите, что делается. Аллах не любит, чтобы народ был беспечный и не служил Богу. Политические безбожники развратили весь Советский Союз, войну развязали. Это что такое? Пожалуйста, катастрофа и война, которая идет на Украине по вине российского правительства и украинского, она и нас касается. Долой войну, коррупцию, наш лозунг «Солнце и свобода», наш клич от предков, клич от там, детей всех стран и народов вмещает сердцем Казахстан. Казахстан сейчас становится мироносной страной в мире. На нас смотрят мусульмане всего мира, православные. Недавно прошел праздник Пасхи. Поздравляю с Рождеством Христова. Иисус Христос для мусульман является великим пророком. Все люди, братья, наш лозунг – это от Тана Казахстана мир, дружба всех казахов, казахстанцев, всех людей разных национальностей. Это знаменосец мира. Оттан всенародный марш мира, который поднял знамя Казахстана, мира, от ядерной борьбы во всем мире. Это единственная народная организация, которую Аллах благословил и Аллах поддерживает. Безбожникам приходит конец, но мы за мир, за нашу страну, за наш Казахстан. Қазағым, елім, жерім Қазақстан жасасын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Субханаллах, вальхамдулилля. Наш лозунг воля Аллаха превыше всего. Честь и Родина прежде всего. Давайте, братья мусульмане всего мира, христиане, сохраним землю, океан, мир во всем мире. Это в наших руках. Если такая беспечность будет продолжаться, катастрофы человечества не избежать, а нам, казахам, казахстанцам, особенно у нас была трагедия, полигон чудовище 20 века. Мы, аттаровцы, казахский народ, Казахстан, семейный Вада, Олжас Сулейменов, поддержал и президент, бывший, закрыли полигон. Это подарок всему человечеству. Аллаху Акбар, с Богом, с миром. Да здравствует Казахстан и мир во всем мире. Амин, Аллаху Акбар. А там наш клич, от предков клич свобода. А там Казахстан вмещает в себе сердцем все народов, весь Казахстан. А сейчас ради исцеления планеты от всеобщих зол, а там Казахстан совершает наше спасение и сокрушает произвол.